Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Насипле Кульмамбетова. Этот выпуск проекта «Боль Земли» посвящен проблеме мусора. Всем известно, что мусор – это глобальная экологическая проблема. Но мало кого волнуют какие-то глобальные проблемы – загрязнение природы, рост заболеваний из-за отходов, отсутствие чистой воды и воздуха из-за роста мусорных свалок. Мы же считаем, что это происходит где-то в больших городах, в других странах, а конкретно нас с вами это, конечно же, не касается. А тем временем в Ногайском районе Республики Дагестан приближается экологическая катастрофа, одной из причин которой является образование мусорных свалок и отдельных мусорных отходов на территориях сел. Самая большая мусорная свалка находится недалеко от села Тереклимектеп, а мусор от этой свалки распространяется на многие километры. Перед глазами открывается страшная картина, и сложно поверить, что это наше с вами чудовищное рукотворение. Бесхозные животные гуляют по свалке, поглощают мусор. А если, к примеру, корова съела полиэтиленовый пакет, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до гибели. В прошлом году местные жители вышли на субботник, чтобы навести хоть какой-то порядок на этой свалке, за что им огромная благодарность и уважение. Но проблема в том, что таких субботников для этой свалки нужны десятки. Но и это не выход. Необходимо утилизировать этот мусор. В меньших масштабах мусорную свалку можно наблюдать рядом с селом Карагас. Лесополоса вокруг села Тереклимектеп и не только. Вся территория бывшего лагеря, поляны рядом с водоемами. Мусорные отходы заполонили практически всю территорию. Основная часть этого мусора оставлена отдыхающими. Поел, попил и спокойно уехал. Это все равно, что пообедал у себя на кухне и не убрал за собой. А только представьте, что вы не убираетесь уже дни, недели, месяцы. Во что тогда превратятся наши дома? Мы живем на этой планете так, как будто нам есть куда пойти. Да что уж говорить об окраинах и территориальных землях, когда внутри сел мусорные отходы валяются на каждом шагу. Вряд ли человек, выбрасывающий окурок на улице, задумывается о том, что за год эта цифра достигает 7000 штук. Только вдумайтесь, это всего лишь один курильщик. А естественные отходы крупного рогатого скота уже стали природным ландшафтом некоторых улиц, разнося неприятные запахи вокруг. И коровы, вальяжно расхаживающие по улицам, создавая аварийные ситуации для водителей, чувствуют себя священнее и важнее, чем коровы в Индии. Кстати говоря, о самих водителях, которые выбрасывают мусор прямо в окна, пожалуйста, запомните, что мир за пределами вашего автомобиля – это не ваш личный мусорный бак. Говорят, что природа не терпит пустоты. Но почему же большинство людей стремятся заполнить пробелы мусором? Пожалуйста, прежде чем в следующий раз выкинуть мусор где попало, подумайте, неужели мы хотим, чтобы наши дети и внуки утонули в мусорном болоте? Мира и добра вам! С вами была Насипле Кульмамбетова.